Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 11 ноября. Это у нас с вами будет вторник. Смотреть будем на цыганском пасьянсе. Мы смотрим все знаки от Овнов до Рыбок по очереди. С первой Овны, начиная с Овнов. День у нас с вами будет непростой. Он может идти, он будет идти, не может, а будет идти под арканом смерть. То есть в этот день могут произойти какие-то перемены. Что-то из нашей жизни может уйти, что-то мы можем потерять, поломаться. И мы должны быть к этому морально готовы. Да? Смерть за собой уносится то, что нам больше не нужно. Так что вы должны быть к этому готовы. Для кого-то она может пройдет вообще, и вы и не заметите, потому что она приходит не ко всем, да, а только к тому, у кого что-то уже мешает жить. Смотрим Овны. Овны 1, 11 ноября, вторник. Покажите мне, как пройдет этот день у Овнов. Деловая встреча, свиток. Здоровье, череп. Солнце, радость. Ну, похоже, что встреча пройдет хорошо. Солнце рядом. Угу. Прибыль. Могут быть разговоры о прибыли, разговоры о деньгах. Сердце. Кровать. Два сердца нельзя соединить. Ножницы еще есть по вертикали. Ножницы. О, интересно. Деловая встреча, на которой решится вопрос. Угу. И здесь нет. Значит, смотрите, рассказываю, что выпало. Показывает, что во вторник точно у вас все хорошо будет в работе, в делах. Выпала деловая встреча, решение вопросов, радость, прибыль и разговоры. Но это карта пустые разговоры, болтовня. Так как выпали друзья, скорее всего, что, наверное, колокольчик проиграется с друзьями. Болтовня, разговоры, друзья, интимная связь, может быть, кровать. Ну, либо кровать, желание там полежать. И единственный вопрос у меня здесь по здоровью. Если выпадает череп, то показывает, что в этот день могут быть какие-то вопросы, связанные со здоровьем. Если вы запланировали уже визит к врачу, обследование, ну, скорее всего, просто событие показывает, что это состоится. Если вы ничего такого не планировали, то, ну, можете быть готовы к тому, что здоровье даст о себе знать в этот день. Благодарю за внимание и переходим к тельцам. Тельцы. 11 ноября. События дня Тельцы. Угу. Первое событие Лебедь. Конверт. Бокал. Солнышко нельзя. Удача. Подкова.
чемодан. Ну, больше вроде бы не вижу совпадений. Значит, смотрите, первое событие — гармоничные отношения в паре в этот день. Ну или вероятность знакомства, может быть. Дальше новости, письмо, новости, сообщения, может быть получение, удача будет, может быть какое-то застолье, удачное, кстати, удача, застолье рядом. Может быть на застолье и новости получите, информация. Либо на застолье идете с конвертом. Ну, в общем, тут вариантов может быть много. Застолье, удача и временная разлука, расставание или встреча с кем-то после долгой временной разлуки. Но опять же, пошли на какое-то мероприятие, встретились с человеком, которым там уже 1,5 года не виделись. Да, вот вам, пожалуйста, и чемодан. Ну, в целом у вас тут все хорошо. Может быть, даже какое-то событие, когда выпадает бокал и лебедь, у вас в паре может быть событие в этот день. Благодарю за внимание, тельцы, и переходим к близнецам. Одиннадцатое ноября, близнецы, события дня. Так, близнецы, смотрим. Угу. Первое событие, к сожалению, колодец. Весы. Чашка. Выбор, связанный с гостями. Подарок. Флаг. Угу. 2 сердца. Бокал. Так, смотрим, смотрим. Здесь не вижу. Нет, нет, нет. Ага, есть еще замочек. И здесь нет. Значит, смотрите. Единственное негативное событие у вас выпало — очень сильные переживания, глубокая печаль. С чем это будет связано, не знаю. Может быть, с каким-то выбором. Дальше идет выбор. Сложный выбор будет в этот день. Гости, застолье будет, подарки. Гости, застолье, подарки. Любовь, все хорошо в личной жизни. Победа в работе, в делах. И может открыться какая-то тайна в этот день. Ну, опять же, на застолье, может быть, кто-то что-то такое проболтается, интересное расскажет. Из-за чего печаль? Не знаю. Может быть, эта информация будет не очень. Может быть, вы разочарованы выбором. То есть тут как бы не могу вам сказать, что это, из-за чего. Ну вот есть такое предупреждение. Есть один минусик, к сожалению, у вас на вторник. Благодарю за внимание и переходим мы к ракам. Близнецы, раки. 11 ноября, вторник, события дня, раки. Так, что тут за бардак? 11 ноября, раки.
Первое, что я вижу, ножницы. Книга. Угу. Подарок. У госучреждения решится вопрос, если вы туда придете с подарком. Либо для вас будет подарок в госучреждении решения вопроса. Сомнения, колебания. Видите, есть сомнения, что вопрос решится. Не переживайте, решится. Если ножницы выпали, значит решится. Слезы, яблоко. Еще яблоко может показывать сильные желания. Я уже замечала много раз. Знаете, как яблоко, как искушение проигрывается иногда. Так, смотрим. Здесь вроде бы нет. Ну, не вижу я больше совпадений. Первое показывает, что у вас решится какой-то вопрос. Может быть контакт с госучреждением в этот день, с госструктурой. Подарок можете получить или подарить. Будет сложный выбор. И могут быть слезы. Но опять же, слезы могут быть и радости. Да, вот, например, решился вопрос в госучреждении, в котором были большие сомнения, и слезы радости, хорошие эмоции. Для вас это как подарок, понимаете? Поэтому слезы не всегда это слезы грусти. Или же, как я и сказала, иногда яблоко это просто сильное желание что-то получить, сильное желание решить этот вопрос. Так что такая информация для вас. В принципе, у вас все плюс-минус тут нормально. Благодарю за внимание, раки. Переходим. Кто у нас там дальше? Львы. Уже забыла, кто за кем идет. Львы. Так, что-то львы не хотят прогноз смотреть. Хотели вместе с раками убежать. Львы, 11 ноября. События дня. Левушки. Угу. Первая сразу бабочка. Книга. Чашку нельзя. Угу. Череп. Это, кстати, может быть больница. Здоровье больницы. Вот оно, где события. Где-то вот тут события есть. Угу. Так, и бокал. Яблоко, бокал. Смотрим, значит, что у нас еще здесь с вами. Ну, горизонталь, вертикаль я не вижу. Получается 5 событий. Первое, бабочка, деловой разговор с кем-то, может быть. Деловое общение. Казенный дом, ну, в казенном доме, в госучреждении деловой разговор. Дальше тема здоровья будет отыгрываться. Возможно, это будет больница, поликлиника, там какое-то медучреждение. Дальше могут быть слезы в этот день и бокал застолья. Ну, может быть, там где-то с кем-то будете сидеть, вспоминать какую-то грустную историю или же смеяться от радости. Ой, господи, смеяться от радости. Ну, слезы радости будут. Будете плакать от радости. Поэтому так, будем надеяться, что слезы таким образом проиграются. Ну, слезы, конечно, могут проиграться, если это какая-то процедура болезненная, например, здоровье, то, может быть, слезы так. Таким образом тоже могут отыграться. Не знаю, в общем, поживем, увидим, что называется, потому что по пассиансу я
Не могу вам сказать, что и чем будет проигрываться. Иногда все 5 событий могут одно показывать. Иногда 5 событий каждое свое показывает. Тут никогда не знаешь, что к чему толком. Благодарю за внимание. Переходим к девам. Так, девы. 11 ноября. События дня девы. Якорь, первое событие. Ключ. Венок. Цыпленок. Молния. Чемодан. Бабочка. Угу. Так, здесь не вижу. Получается, у вас много событий во вторник. Первое, якорь показывает, что, возможно, первая половина дня или там первые несколько часов вы как будто бы будете находиться на одном месте. Что-то может вас держать по якорю, останавливать. Дальше, ключ. Все в ваших руках. В этот день перед вами открываются какие-то новые двери. Да, вот опять же, ключ может убирать вот этот якорь, убирать эту преграду, снимать ее. Успех. Успех в делах, в работе. Опять же, может быть, благодаря ключу. Успех в делах. Какие-то события, связанные с детьми. Семья, дети. Неожиданные новости. Часто это новости в электронном виде именно. То есть там типа смс-ки, где-то там по телевизору что-то услышали, в интернете там прочитали и так далее. Какой-то разговор деловой, рабочий и временная разлука, расставание. Такие вот события у вас. В принципе, ничего негативного вам не повыпадало. Единственное, вот эта новость, она может быть такой, знаете, шокирующей, и не всегда это шок со знаком плюс. Но опять же, поживем увидим. Может быть, это какая-то позитивная шокирующая новость. Благодарю за внимание, девы. Переходим к весам. Так, весы. 11 ноября. Весы. События дня. Что я не вижу ничего. Ага. Только сказала. И вон тоже вижу. 2 меча. И вот были. Яблоко было. Месяц. Может быть, какой-то конфликт, ссора, который постоянно у вас бывает с кем-то. Опять будет. Мешок с деньгами.
замочек, чашечка чая. Здесь нет, и здесь нет. Значит, первое событие выпало слезы. Ну, опять же, напоминаю, слезы могут быть и радости, не только горе. Конфликт, выяснение отношений с кем-то. Месяц, событие, которое имеет цикличность, постоянно повторяется, и дальше идут деньги. Часто мешок — это именно расходы, траты, проплаты какие-то. Может быть, это будут какие-то проплаты, которые вы делаете там постоянно каждый месяц в этот день. Гости еще могут быть, и открытие секретов, тайн, какой-то интересной информации. Ну, вот из минуса у вас конфликты, слезы. Конечно, вот вам надо постараться избежать какого-то скандальчика. Благодарю за внимание, весы. Перехожу к скорпионам. Скорпионы, 11 ноября. Скорпионы, 11 ноября, события дня, вторник. Как этот день пройдет для скорпионов? Какие события их ждут? Угу. Первая бабочка, события. Свиток. Кровать. Угу. Колодец. Сердце. Корона. Вот у вас выпала и встреча, и разговор, и влиятельный человек. Скорее всего, это одно событие. Угу. Здесь не вижу. Получается, в этот день у вас будет деловая встреча, деловой разговор с кем-то, общение с влиятельным человеком, ну или каким-то очень таким статусным, состоятельным, богатым, человек, который имеет вес в обществе. Дальше интимная связь, общение с друзьями. И единственный минус — это какие-то сильные, глубокие переживания. И выпадают рядом с друзьями. Может быть, не знаю, переживаете за друзей. Может быть, какая-то там история. Не знаю, может быть, это вообще касается чего-то другого. Допустим, с друзьями будет все хорошо, хорошо провели время. Но из-за чего-то вы будете переживать. Из-за чего, не знаю. Иногда это вообще может даже вас и не касаться, в принципе. Вы можете переживать за ситуацию в стране, за какого-то коллегу, за родственника там и так далее. Но это именно вот глубокие, сильные переживания. И еще скорпионы, забыла сказать, те, кто родился 11 ноября, у вас начинается год, включается год, который будет идти под арканом смерть. 11.11.2025, да, мы так высчитываем. И это вот ваша карта года. Это говорит о том, что у вас год, который принесет за собой глобальные перемены. Что-то в жизни может поменяться кардинально. Так что вы должны быть к этому морально готов. Возможно, у вас уже есть какие-то предпосылки, какие-то уже сигналы. Вселенная вам посылает, намекает, где и что поменяется. Так что готовьтесь. Смотрим дальше. Стрельцы. 11 ноября. События дня. Стрельцы. Стрельцы, вторник. Шарики.
Змея нельзя. Любовь, 2 сердца. Корабль. Метлу нельзя. Солнце. Тут 2 варианта, но я увидела первую чашечку. Смотрите, видите, можно и чашечку соединить, и расческу. Расческа — это неприятности, чашечка — это гости. Я увидела первыми гостей. Если вы увидели первую расческу, тогда, к сожалению, у вас могут проиграться неприятности в этот день. Чемодан. Гости. Гости, чемодан. То ли к вам в гости кто-то с чемоданом приедет надолго, то ли вы кому-то поедете в гости. Не на 1 день. Прибыль. Так. Ну, горизонталь, вертикаль не вижу, цепь нельзя соединить. Значит, смотрите, в этот день прекрасные события выпали у вас. Хорошие новости вас ждут прямо с утра, позитивные, радостные. Любовь, все хорошо, в любви, в личной жизни. Ожидания кого-то. И выпадают ожидания, гости, чемодан. Солнце, радость и плюсик еще прибыль, финансовые поступления. Так что вот такой у вас будет замечательный день. И в любви все хорошо, и новости хорошие, и радость, и прибыль. В общем, все у вас еще и в гости, скорее всего, кто-то к вам приедет. Вот такая вот, ну, либо вы кому-то в гости поедете. Благодарю за внимание, стрельцы. И переходим дальше к козерожкам. Козероги. 11 ноября. События дня, козероги. Так что такое? Крутятся и падают постоянно. Козерожки, 11 ноября, вторник. Конверт. Замок. Цыпленок. А вот еще 2 кольца есть. Кровать. Так, проверяем еще здесь. Бабочку нельзя. И здесь я не вижу. Получается, у вас в этот день первое событие. Получение документа, получение какой-то информации, получение посылки. То есть что-то получите. Дальше тайна. Откроется какая-то информация, может быть интимная связь и тайная встреча. Вот опять же, тайная встреча выпала и тайна, которая открывается. Поэтому, если вы планируете куда-то сходить в тайне, никому об этом не сказать, то, скорее всего, это не получится, потому что тайна откроется. Или если от вас кто-то планировал в тайне куда-то сходить, опять же, карта показывает, что ситуация откроется. Еще интимная связь тут рядом, да, тайна, интимная связь и цыпленок — это семья, дети, то есть какие-то события, связанные с семьей, семейными там отношениями, детьми и так далее. Вот такая вот информация для вас. Ну, в принципе, ничего плохого. Единственное, тут надо вот как-то остерегаться всех вот этих тайных историй, тайн мадридского двора вам во вторник.
Благодарю за внимание. И, ну, вот эти убежал все-таки. Вот я ей когда мешала, у меня карты постоянно убегали и падали. И сейчас вот у меня прям улетело. Улетело. Угу. Так что, козерожки, можете вы куда-то побежать в этот день. Смотрим дальше. Водолеи. 11 ноября. Водолеи. События дня. Водолеи. Ну, первое, что я вижу, это чашка чая. Первое событие. Колодец. Весы нельзя. Метлу нельзя соединить. Не вижу больше совпадений. Ну, как-то тут у вас всего 2 события, немного. Значит, 2 события. Первое — гости, и второе — разочарование. Глубокая печаль. Вот все, что может быть у вас во вторник. Это пойдете в гости или будете встречать гостей, и, возможно, будет какое-то событие или ситуация, или разговор, после которого вы можете быть очень сильно разочарованы, расстроены. У вас могут быть такие сильные, глубокие переживания. Будет это связано с гостями, не будет, тут пока неизвестно. Это может быть вообще не связано одно с другим. Так что для вас такое предупреждение. Но опять же, да, по карте смерть мы что-то теряем в этот день. И может быть вот как раз вот эти переживания будут связаны с какой-то потерей. Там, не знаю, с кем-то расстались, поломалась там какая-то любимая вещь, что-то там порвалось. И из-за этого... Потому что я заметила, что у многих знаков выпала вот эта вот карта глубокого переживания. События не показали, что это, а переживание есть. Вот может быть это будет как-то связано с картой смерть. Смерть может что-то забрать. Смотрим дальше. 11 ноября, рыбы, вторник. Покажите мне, пожалуйста, информацию для рыбок. Первое сразу же весы. Часы. Чуйка есть, а глаза не видят. Поэтому я так приостановилась. Значит, лебедь, венок, ключ, корабль. И вот еще есть это метла. Ну, давайте смотреть, что получается. Первое событие — весы. Это какой-то сложный выбор, может быть, во вторник. Дальше часы показывают, что вы можете куда-то опаздывать. Может будильник не прозвенеть, либо будет какое-то там смещение во времени, поэтому за временем нужно следить в этот день. Гармоничные отношения в паре, успех в делах, ключ, какие-то новые возможности, интересные предложения, ожидание чего-то или кого-то, может быть, ожидание вот этих предложений или ожидание решения какого-то вопроса по ключу, ожидание выхода.
И небольшая ссора еще может быть по метле, выяснение отношений, ссора. Иногда метла проигрывается как наведение порядка. Поэтому тоже может быть. Учитывайте этот момент. В общем, вот такая информация для вас, рыбки, на этот период. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.